Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. В студии Алиса Шампа. В начале выпуска коротко о главном. Все восстановительные работы в многоэтажном доме будут завершены к 10 сентября. Заседание комиссии по ликвидации взрыва в Приморском. О боевой подготовке, состоянии учебно-материальной базы и правопорядка в воинских частях. В Министерстве обороны Абхазии обсудили итоги деятельности за август. Как школы готовы к началу учебного года? Актуальный репортаж программы. Правительственная комиссия по ликвидации последствий взрыва на складе боеприпасов в селе Приморском, созданная распоряжением президента Рауля Хаджимба, работает уже 20 дней. За это время проделана довольно большая работа. Об этом шла речь сегодня в администрации Гудаутского района на очередном заседании комиссии, которое провел премьер-министр Беслан Барцес. Нисфа Аршба с подробностями. Это заседание уже 5-е по счету. За 20 дней проделана довольно большая работа. Глава правительства Беслан Барцет собрал представителей всех служб и ведомств в Гудауте, чтобы еще раз расставить приоритеты и выяснить, как идет работа по восстановлению жилья пострадавших. Мы с вами на прошлой встрече обсуждали, что необходимо крайне оперативно, даже не дожидаясь еще сметной документации, потому что впереди дни такие холодные начинаются, непогода нас ждет, и дожди могли залить кровли домов, оконные проемы и так далее. Поэтому было дано такое поручение, чтобы оперативно начать восстанавливать жилье пострадавших. Еще раз повторюсь, изначально у нас были одни цифры, одно количество домовладений, но в итоге, когда уже более детально комиссия начала работать, к сожалению, масштабы оказались совершенно другими. Более 5,5 миллионов выделено на оказание помощи отдыхающим, пострадавшим при взрыве. Кроме того, в 42 домах уже восстановлена кровля. На эти цели государство выделило Управлению капитального строительства более 20 миллионов рублей. Порядка 3 миллионов на компенсацию пострадавших автомобилей. Вы знаете, большое количество транспортных средств, в том числе тех, которые находились непосредственно у источника, у объекта посещения туристами, пострадало. Порядка 3 миллионов решением комиссии было выделено на компенсацию. Порядка 2 миллионов выделено на компенсацию людям, которые получили увечья, различные травмы и контузии вследствие взрыва. Это также было вынесено решением комиссии на основании заключений Министерства здравоохранения. Предметно по каждому человеку был индивидуальный подход. Суммы были разные, от 30 тысяч до 250 тысяч максимальная выплата была. Это те, которые получили тяжкий вред здоровью. Помимо этого, 1 миллион рублей нами было выплачено семьям погибших, по 500 тысяч каждой семье из погибших. Также мы взяли на себя все расходы, связанные с транспортировкой тел погибших в Санкт-Петербург. Это все. Также порядка 420 тысяч нами потрачено на реабилитацию одного из местных жителей, которому нужна была срочная операция. Мы в Краснодаре оплатили необходимые препараты, и порядка 420 тысяч мы перевели, чтобы это было понимание, да, в том, с чем мы столкнулись. Общая сумма, необходимая для проведения всех восстановительных работ, варьирует в пределах 70 миллионов рублей. Однако еще предстоит строительство с нуля 12 домовладений. Вывоз остатков боеприпасов и очистка территорий будет завершена в ближайшее время. Министерство обороны задействовало более 100 человек в этой работе. Сроки, установленные министром обороны, будут соблюдены, сообщил главе правительства заместитель министра обороны Владимир Ануа. Однако, по его словам, эта работа не окончательная, так как ее должны завершить специалисты по разминированию. Сейчас определяется место, куда позднее будут перевезены оставшиеся снаряды и другие боеприпасы. Военные пока продолжают охранять и вести полное наблюдение территории вокруг складов. Частные домовладения и приусадебные участки очищены от мин и взрывных устройств. Мы, если получаем информацию какую-то со стороны жителей, мы, соответственно, специалистам говорим, они, значит, решают этот вопрос, и практически на сегодняшний день со стороны населения нет никаких замечаний в этом плане. Работа идет нормально. Ущерб, нанесенный жителям села взрывами, по словам премьер-министра, колоссальный. Предстоит восстановить 172 жилья. Из них 50 – это квартиры в многоэтажном доме. Остальные 122 – частные домовладения. 12 домов решением комиссии подлежат сносу. Акценты были выставлены на те дома и квартиры, в которых реально сегодня проживают люди.
Есть домовладения, квартиры, которые просто нежилые, поэтому мы их отодвинули чуть-чуть на поздний период. На сегодняшний день, по нашим расчетам, более 60% оцененного ущерба мы практически ликвидировали. Я не говорю о домах, которые восстанавливаются с нуля. Мы поставили задачу перед теми, кто работали, чтобы это было сделано максимально качественно, насколько это возможно в наших условиях Абхазии. Поэтому, независимо от того, там были деревянные окна, просто окна, домовладения все, скажем так, не первой свежести, мы все эти вопросы решаем настолько, насколько это позволяет ситуация, новыми технологиями, новыми окнами, стеклопакетами. Все восстановительные работы в многоэтажном доме будут завершены к 10 сентября. Что касается домовладений, здесь срок выполнения работ еще не определен, так как предстоит подготовить необходимую техническую документацию, провести экспертизу, после чего можно будет приступать к работам. Глава правительства дал поручение подготовить весь пакет документов и не затягивать с началом работ. Не откладывая на долгий ящик, как только ваши эскизные проекты и схемы будут готовы, я вам поручаю каждому домовладению, хозяину дома прийти с этим эскизным проектом и со схемой планированного строения, получить его согласие, пусть он распишется на этом, и сразу же даем команду строителям начать работы. Потому что, еще раз повторяю, сегодня у нас практически уже завтра сентябрь начинается, холода, что называется, в ближайшее время начнутся, чтобы Новый год они встретили в своих домах. Чтобы вы понимали, деньги мы найдем, главное, чтобы с вашей стороны не было никаких сбоев по... Я понимаю, что там строительство имеет определенные свои технологические этапы, там фундамент должен какое-то время там укрепляться и так далее. Поэтому сейчас время драгоценно для нас. Прежде всего для тех, кто пострадал. Они с нетерпением ждут начала. Многие из них единственные домовладения у них были. Им просто негде жить. Также глава правительства дал поручение в ближайшие дни провести обходы, встретиться с хозяевами домовладений, которые необходимо сносить. Специалисты должны ознакомить жильцов этих 12 домов с эскизами зданий, которые государство планирует отстроить на месте их поврежденных жилищ. Нисфа Аршба, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Итоги деятельности подразделений Министерства обороны за прошедший период были подведены сегодня на совещании в оборонном ведомстве страны с участием руководителей всех подразделений министерства. Мираб Кишмария поставил задачи по укреплению порядка в воинских частях и подразделениях. О боевой подготовке, состоянии учебно-материальной базы и правопорядка в воинских частях и подразделениях за август текущего года. Об этом и многом другом доложили министру обороны Мирабу Кишмаре на расширенном заседании руководителей всех подразделений Министерства обороны. Воинские части, отдельные подразделения занимались согласно утвержденных планов в пунктах постоянной дислокации. Расписание занятий в наличии. Планы конспекты руководителями занятий были подготовлены и доведены до личного состава. В ходе совещания министр обороны Мираб Кишмария затронул и тему взрыва на складе в селе Приморское. Министр убежден, что причиной взрыва на складе мог стать человеческий фактор. Халатность наша, бесконтрольность. Я еще раз говорю, я все-таки склоняюсь, если прокуратура разберется, это человеческий фактор, чтобы знать. Усилить охрану складов, поставили свою задачу и особый контроль. То же самое командира артиллерийской группы. Из 3 складов в селе Приморское взрывом уничтожено 2. Один, в котором хранилось стрелковое и другие виды вооружения, при взрыве уцелел. Приказом министра все те, кто принимали активное участие в ликвидации последствий, будут представлены к наградам. Училось, понятно. Огромная благодарность 7-й военной базе, которые первым же стали рядом, и те гражданским лицам, которые участвовали в ликвидации во главе своего Владимира Ивановича Анну, представить мне список на награждение и других. А всех солдат наградить. Прямо на доме. С 1 августа в воинских частях и отдельных подразделениях ведется подготовка к торжественному прохождению парадных расчетов, посвященному празднованию 24-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии. Рената Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной государственного деятеля, ветерана Отечественной войны народа Абхазии, кавалера ордена Леона Руслана Кишмария.
Руслана Рождиновича всегда будут помнить как человека высоких моральных принципов и истинного патриота своей страны. Мы высоко ценим вклад Руслана Рождиновича в становление и развитие нашего государства в послевоенные годы, в частности, в установлении правопорядка и мирной жизни в Галском районе, будучи на посту главы администрации района, а впоследствии и в качестве спецпредставителя президента Республики Абхазия. Смерть Руслана Рождиновича поистине является утратой для всего абхазского народа. Мы скорбим вместе с родными и близкими, отметил президент Рауль Хаджимба. Спикер Валерий Кварчи от имени Народного собрания парламента Абхазии выразил глубокие соболезнования семье Руслана Рождиновича Кишмария в связи с постигшей тяжелой утратой. Мы всегда будем помнить Руслана Кишмария как профессионального и мудрого политика, инициативного участника парламентской работы, грамотного специалиста, человека с активной гражданской позиции и настоящего патриота, отмечается в частности в соболезновании Валерия Кварчи. В последние дни владельцам приложения системы связи Viber в массовом порядке стали поступать рассылки с предложением зарегистрироваться в мессенджере Telegram. Речь идет о некой услуге по распространению наркотических средств на территории проживания абонента. Пользователи Viber с зарегистрированными абонентскими номерами в Абхазии, естественно, приняли эту рассылку на свой счет и в социальных сетях стали призывать соответствующие службы остановить этот поток и принять меры. Мы решили выяснить, что же это за рассылки. Нисфа Аршба продолжит тему. Абхазский сегмент Facebook буквально был завален скриншотами этих рассылок. В них не только описывались сами психотропные наркотические средства, но и цены за их приобретение. Список пестрил разнообразием предлагаемых наркотических веществ. Подобные сообщения приходили на номера абхазских пользователей Viber. С призывами остановить этот поток люди стали обращаться к президенту, правоохранительным структурам и спецслужбам страны. Как выяснилось, данная схема рассчитана на переход по предлагаемой ссылке публичного канала Telegram или перезвона по системе Viber, в результате чего со счета абонента списывались денежные средства. Убедительная просьба ко всем, кто получил данную анонимную рассылку, не активировать приложение, не давать СМС-подтверждение активации с ваших телефонов и не производить обратного вызова на абонент рассылки. С вашего счета спишутся денежные средства. В настоящее время проводится проверка абонентов сторонних сетей, источников рассылок. Также Управлением по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел установлено, что в пределах операторов электронных систем Абхазии переводов денежных средств на счета анонимных рассылок не производилось. При современных информационных технологиях финансовые операции в онлайн-режиме – это востребованная норма общества, чем зачастую и пользуются мошенники. Проще говоря, это обычное мошенничество. Если вы перешли по ссылке и зарегистрировались, значит, вы потеряете деньги. Некая сумма спишется с вашего счета. А вот наркотик вы вряд ли получите. Данное сообщение предлагает активировать созданный злоумышленниками публичный канал. Специальная программа, бот, попадает в ваш телефон и начинает рассылать сообщения дальше всем контактам, которые у вас имеются. Итог, бот, специальная программа, выполняющая различные функции, в том числе управление расходами, все делает за вас. Избежать всей этой кутерьмы можно лишь одним способом – не активировать ссылку, не давать СМС-подтверждение активации с ваших телефонов. Но если вы все же сделали это, обратитесь к специалистам МВД, они помогут. Нисфа Аршба, Саида Гухава, Абхазское телевидение. У абхазских спасателей появилась существенная подмога. Сегодня им была передана в дар карета скорой помощи. Этот очень неожиданный, но такой долгожданный подарок Союзу спасателей Абхазии преподнес человек, который пожелал остаться неизвестным широкой общественности. Красно-белая неотложка прошлого года выпуска. Внутри современное оборудование со стандартом необходимого оснащения. На самом деле это роскошный подарок, потому что вы знаете, с чем мы имеем дело, и в случае чрезвычайных ситуаций быстро, чтобы отреагировать, потому что каждая минута решает иногда очень многое. Поэтому этот вид транспорта, карета скорой помощи, для нас большой подарок, и мы быстро будем реагировать, быстрее, оперативнее. И когда речь идет о секундах, о минутах, то мы гораздо быстрее можем реагировать. Поэтому мы очень довольны. Во всех школах Абхазии активно идет подготовка к началу учебного года, который в этом году начинается 4 сентября. В целом, средние учебные заведения страны оснащены учебниками, но практически везде существует одна проблема –
капитальный ремонт. Пока лишь немногие могут похвастаться этим наличием. В их числе Сухумская 3-я школа, которая в этом году распахнет свои двери для учащихся. Алика Трапш продолжит тему. Через несколько дней все школы республики распахнут свои двери для учащихся. Сейчас идет активная подготовка к началу учебного года. В Сухумской 1-й школе имени Баграта Шингба около 800 учащихся. В этом году в первые классы пойдут 98 человек, а в подготовительные – 50 учеников. В школе уже практически готовы к началу учебного года. Наша школа укомплектована, педагогическими кадрами. Все имеют свою уже учебную нагрузку, все готовы, тематические планы уже готовы. Все учителя ждут с нетерпением своих учеников, соскучились по ним. К учебному году мы все готовы. По словам руководства школы, проблем с нехваткой учебников нет. Школьная библиотека обеспечивает всех учеников учебными пособиями, которые издаются у нас в стране. За редким исключением при нехватке книг родители сами покупают их. От Министерства образования школа получила около 600 новых учебников для 1-х, 5-х и 9-х классов. В школе еще ожидают поступления новых книг по природоведению и русскому языку для начальных классов. А ученики 5-х и 6-х классов начнут занятия за новыми партами. Их для школы выделило Министерство образования республики. В некоторых классах родители по собственному желанию на свои средства произвели косметический ремонт. А в 6-й столичной школе имени Владимира Комарова в этом году рекордное количество учащихся – 680. Из них 125 человек идут в 1-е классы. Принять всех учеников в одну смену тяжело, когда школа рассчитана только на 550 человек, признается руководство. Но сделать 2-ю смену в школе не могут, так как 70% учащихся – это жители Гулрыбского и близлежащих сел Ачимчирского района. Но не принять желающих получить образование они тоже не имеют права. Что радует больше всего, в этом году в 1-й класс пришло 5 классов. 5 классов. И еще больше радует это то, что уже 34 учащихся в абхазском секторе. Вы знаете, у нас двухсекторное обучение. В абхазском секторе 34 человека. Мы разделили класс на 2 класса. Эту группу разделили на 2 группы, потому что 34, 35, 40 это не учеба, это немножко трудно. Главной проблемой школы является капитальный ремонт, вернее его отсутствие. Родители своими средствами в классах провели косметический ремонт. От Министерства образования школа получила более 120 новых учебников. Также школа ожидает поступления новых парт. Такая же ситуация и в других школах города и страны в целом. Но в общем все они готовы принять учащихся в новом учебном году. Алика Трапш, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. Сегодня в здании Академии наук Абхазии состоялась встреча, посвященная русскому фольклору в Китае. Абхазским аспирантам и молодым ученым лекцию на эту тему прочитал известный российский ученый, доктор филологических наук, заведующий отделом Московского института мировой литературы Владимир Кляус. Репортаж Тамары Ачба. Президент Академии наук Абхазии Зураб Джопа представил сегодняшнего гостя Академии наук. Владимир Кляус, доктор филологических наук, заведующий отделом фольклора Московского института мировой литературы имени Горького. Он совмещает научную работу с преподавательской, редакторской и просветительской деятельностью. Нынешнее занятие нацелено на подготовку аспирантов и молодых сотрудников Академии наук Абхазии и Абхазского государственного университета. Темы лекции он сам распределит, какие будут лекции сегодня, какие 5 сентября. Это проблемы систематизации и классификации фольклора. Я считаю, очень актуальная тема. Фольклор в межэтническом пограничье на материалах российско-китайского приаргуния. Заговорно-заклинательный фольклор, обряды, текст. Следующая тема – информационные технологии, фольклористики, проблемы и перспективы. Визуальная антропология и фольклор. Затем доктор филологических наук Владимир Кляус приступил к лекции и рассказал о традициях российского фольклора в Китае. Я буду рад представить коллегам и молодым аспирантам некоторые свои соображения о фольклоре и традиционной культуре.
Владимир Кляус поделился с коллегами материалами, которые он лично собрал и проанализировал во время экспедиции. Их на счету ученого более 5 десятков. Темы лекций очень разные. Первую лекцию, которую я вам сегодня представлю, она будет касаться совершенно экзотического для вас материала. Я предлагаю вам совершить путешествие в Китай и поговорить о русском фольклоре в Китае. Проведение таких лекций играет огромную роль как для аспирантов, так и для молодых ученых. На лекции они получили много полезной информации. Академические лекции у нас не первый год проходят, это уже становится традицией. И я на таких лекциях участвую уже не первый раз как слушатель. Естественно, такие лекции для аспирантов, молодых ученых очень многозначимы, они интересны. Мы получаем новую информацию, неизвестную нам. В завершении лекции Владимир Кляус поблагодарил Академию наук Абхазии за приглашение. В Академии наук Абхазии намерены и дальше использовать опыт научной работы посредством встреч со знаменитыми учеными. Тамара Ачпа, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Завтра, 1 сентября, мусульмане Абхазии, как и весь исламский мир, отмечают праздник Курбан-Неха. Согласно утвержденному правительством календарю праздничных дат, в Абхазии это праздничный нерабочий день. Ну и сейчас информация о погоде. По сообщению синоптиков, завтра, 1 сентября, ожидается ливень с грозой, возможен град. Местами ветер с порывами 13-15 метров в секунду. Днем погода прояснится. В выходные дни ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха плюс 18-23. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.